Россия приняла решение об установлении погранзоны на границе с Белоруссией, не уведомив предварительно Минск. Об этом заявила глава пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина. О новой границе расскажет мой коллега Ренат Давлетгильдеев. Пограничная зона между Россией и Белоруссией существовала лишь пару лет. В 1995 году, после подписания договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, ее упразднили, а в 2011 после основания Таможенного союза убрали и последние контрольно-пропускные пункты. По сути, сейчас никакой границы между двумя странами нет, только вывески «Тут Россия, тут уже Беларусь». Сегодня там начали устанавливать предупреждающие знаки и пункты пропуска. Проход через них теперь только по паспортам. На всех трассах сотрудники ФСБ останавливают машины, проверяют документы. Очереди дальнобойщиков кое-где растянулись на несколько километров. Говорят, дальше будет еще хуже. Представляете, здесь еще будет поток машин легковых, правильно? То есть это будет в 2 раза хуже. Станем мы здесь, зависим, как будем стоять, как в 90-е годы стояли, да. Зачем России граница? Из Кремля и ФСБ прозвучали сегодня 2 объяснения. Первое – это ответ на решение Александра Лукашенко ввести безвизовый режим для граждан 80 стран, в том числе США и всех государств Евросоюза. С этого года они могут находиться в стране без визы в течение 5 дней. Россия нашла способ ответить и сослалась на террористическую угрозу для себя, которую это решение Минска несет. Есть еще одно объяснение. До сих пор Белоруссия оставалась самым легким путем для россиян в Европу. Через Минск чаще всего сбегали и те, кому запрещено покидать Россию. Еще одно объяснение. Санкционка, которая шла в Россию через Белоруссию. В прошлом году страна стала лидером по реэкспорту запрещенных товаров. Таможенная служба России завела больше 250 дел о нарушении закона. Неофициально мы можем говорить о объеме порядка 10-15% ассортимента продукции в различных категориях. Это, конечно, больше относится к средней плюс ценовой линейке, к лакшери. Для Минска такой выпад Москвы стал полной неожиданностью. В Государственном пограничном комитете Белоруссии вообще никак не стали комментировать введение погранзоны. А в МИДе пожаловались на то, что Россия даже не уведомила их о своем желании отгородиться. У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более 20 лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей. Неожиданно сегодня в конфликт вступило российское информационное агентство «Регнум», которое как раз специализируется на новостях СНГ. По их данным, Белоруссия в ответ и вовсе готовится выйти из Евразийского экономического союза, ОДКБ и, возможно, даже союзного государства с Россией. Источники «Коммерсанта» позже эту информацию опровергли. А сам Александр Лукашенко на завтра созвал срочную пресс-конференцию в Минске. А уже 9 февраля состоится его встреча с российским президентом Владимиром Путиным.